который будет коротенький, вы про это все знаете, там просто поворот есть некоторый неожиданный. Но в первую очередь, продолжая Шукурова, хочу сказать. Значит, Я не то слово. Я всю дорогу нашего с вами заседания писала слово «культура» в разных кружках. Про нее никто не говорил до него. И я чуть-чуть продолжу на эту тему для начала. Да? Меня впечатлили ваши кружочки про устойчивое развитие. Начиная с Любови Ивановны было сказано. Экономика, экология, социальное развитие. Но абсолютно справедливо. Но культура в кружочках отсутствует. Она здесь, вот здесь. Она, нет, ее здесь нет социального развития. У нас Нет, даже не пытайтесь меня в этом убедить. А культура на самом деле, она даже не в кружочках. Она даже не в устойчивом развитии. Она вот такая. Она вот здесь везде. Но при всем при этом лишний кружочек про культуру я бы все-таки нарисовала. Нарисовала почему? Потому что для устойчивого развития, особенно в ваших специфических условиях, нам важно учитывать и глубоко учитывать такие факторы, как религиозный, этнический, образ жизни различных сообществ. Я уж не говорю про деление страны на север и юг. Кстати, не специфическое. У всех есть деление страны на север и юг. И у всех есть эта специфика. А хорошо, Эмиль Джафарович напоследок вам сказал про взаимоотношения друг с другом. Взаимоотношения, в первую очередь, отношения к себе, потому что оно должно быть выработано, это тоже часть культуры. Взаимодействие друг с другом на уровне личностного, на уровне социальных групп. Но есть еще и взаимоотношения с внешней по отношению к человеку среде, в том числе и к окружающей нас природной, и, кстати говоря, и городской, и сельской, то есть рукотворной, и любой другой. Да? А вот этот кружочек поэтому отдельной культуры я бы все-таки здесь рисовала. Второе, что я хотела сказать в качестве предварительного замечания, это то, что вот Володя сказал, что я тут приехала такая, вы меня знали, ждали. Но дело в том, что я вас всех знала и ждала, потому что Владимир Александрович много про вас рассказывал всегда и давно, мы с ним давно знакомы. Но больше того, я дружу с киргизами в Москве, одна из них живет у меня дома просто, потому что вы меня впечатляете изначально, это и трудолюбие, это и желание узнать, это и надежность какая-то. Вот человек работает у меня в институте, молодая девушка, работает на 25 работах, получает по 5000 рублей, снимает квартиру. Я взяла к себе, что могу, больше не снимала квартиру. Но зато у меня есть эксперт по Киргизии под рукой. Да. И третье, почему я задумалась об обществе и природе, эволюции теоретических концептов. На самом деле сегодня в нашем очень быстро и очень радикально меняющемся мире нам с вами очень важно отслеживать всякого рода эволюции и всякого рода динамику, потому что если не понять, как часть культуры, опять же, если не понять эту динамику, эти бесконечные изменения, то мы не поймем вообще, что происходит. Но я бы, может, и сама еще и не взялась бы за это, потому что тоже не додумалась бы, но случился случай. Лет 5 назад у нас был конгресс Международной социологической ассоциации в Гетеборге, и он шел под лозунгом экологически ориентированной социологии, чем потряс меня до глубины души. Я в социологическом сообществе всегда выгляжу какой-то белой вороной, которая занимается какой-то экологией. И сколько бы я ни объясняла, что я социолог, никто это не понимает. Экологией я занимаюсь. Да. А тут вдруг целый социологический конгресс. Но он на самом деле так воодушевил всех, что к нам в институт пришли социальные философы из института философии. И под впечатлением конгресса они решили, что они тоже займутся экологическими сюжетами.
они почему-то не решили нас сначала почитать, ну, чтобы что-нибудь узнать-то про это вот. А пришли нам рассказать, и они говорят, вот устойчивое развитие очень важный концепт. Он такой важный, что важнее не знают они ничего, и вот теперь все ясно. Я начала рассказывать, что он, конечно, важный, но он не один, он не первый, он не второй, он не последний вообще. И я вижу, что они меня не понимают. Но поскольку ничего не читали, то сходу ухватить трудно. Ну вот на этой почве, да, она мне еще потом позвонила домой и говорит, теперь скажи, что ты хотела сказать, я так и не поняла. Я все поняла, сейчас напишу статью. И вот об этой статье мы с вами сейчас быстренько поговорим. Вы у меня аудитория совсем другая, вам не надо будет объяснять каждое понятие, что длинно написано в статье. Я только покажу вам. Она будущая статья или существует? Нет, она опубликована, да, она опубликована. Я вам расскажу только, ну, что и почему, от чего зависит это изменение, эти изменения, которые произошли. Показывайте мою единственную картинку для презентации. Началось в 1972 году доклад Римскому клубу «Пределы роста». Они продолжили за пределами роста и пределы роста 30 лет спустя. Но с этого все началось в том смысле, что не только профессионалы, эксперты и управленцы, но и они тоже, но и мир некоторым образом начал задумываться о том, что происходит. Причем задумывался слабо, вот по себе сужу, я помню себя в 1972 году хорошо, но не до того было совсем. Они тоже как-то не очень задумывались. Но посмотрите, сколько лет. 10 лет думали, прежде чем появился концепт устойчивого развития. Да? Устойчивого развития, причем он такой, он был смурной такой. Я вот очень хорошо понимаю, уже была социологом к этому времени. И мы на социологических форумах специально собирались, чтобы обсуждать устойчивое развитие, вот эко-социологию. И помню это было ужасно захватывающе. Надо было, правда, как-то вот поженить то, это, 25-е, все в едином этом порыве, экологически ориентированном. Очень были интересные рассуждения на тему. И расходились мы всякий раз с ощущением, что этого невозможно сделать. Вот говорили, ой, что-то никак. Но время шло, и собралась в Рио-де-Жанейро, да, в 1992 году, и разработала целую повестку дня на 21 век, в котором очень прошу обратить ваше внимание на то, что есть местная повестка дня, что означает, что человечество стало обращать внимание на конкретные сообщества, на те места, где, собственно, люди живут, что меня очень порадовало, потому что я с самого начала как-то очень ориентировалась именно на исследование местных сообществ. Мне кажется, что жизнь идет там, да? Она и в Бишкеке идет не в столице вашей родины или в Москве нашей родины, но там, где мы живем или там, где мы работаем. То есть местные сообщества важнее, чем вот этот конгломерат в целом. Поэтому вот возникла такая концепция, и это очень славно было. И я сначала присутствовала на попытке разработать местные повестки дня в разных странах. Но особенно меня впечатлила Голландия, потому что они для Гааги разрабатывали местную повестку дня за бешеные деньги. И за 5 лет по времени этот проект предполагали сделать. И так и не разработали. Разрабатывали, думали, написали кучу документов, конечно, и ничего. У нас в стране, я за этот проект тоже взялась в свое время, но до меня было тоже несколько проектов устойчивого развития. Вот такие тома. Предполагалось, вот в местной повестке дня предполагалось, что будут эту стратегию разрабатывать сами сообщества. Ну, в коалиции власти, эксперты
журналисты, гражданское общество и вообще жители. Не получается именно этого, очень сложно всех собрать и всех скоординировать. И ни у кого не получилось. До меня все закончили на уровне, эксперты написали стратегию развития. Как эксперты написали, так и никто и не прочитал. Вот ни одного случая не знаю, кто бы ее прочел, да еще начал реализовать. Значит, тоже в каком-нибудь 95-м году мы смогли сделать такой проект в России. Мы опустились на самый местный уровень, на уровень районов. В 5 регионах, в 5 районах мы делали этот проект. Мы пытались соединить всех, что подобного. То есть, если я выступала от имени гражданского общества, то как раз оно вовлекалось, зато в одном месте не вовлекалась власть 100%, в другом месте не вовлекался бизнес, и вообще нигде не было отклика от населения. Вот оно вообще не реагировало на эти посылы и позывы. К чему я это? К тому, что все вот эта повестка дня сменилась концептом экомодернизации. Они вместе со мной, они не слышали, они вместе со мной поняли, что не работает эта местная повестка дня, что не получается разработать и реализовывать стратегию. Значит, надо искать пути, поиски тех акторов, которые смогут сделать эти преобразования. Вот в чем проблема, да? Вот мы говорили о местных сообществах, не делают они, значит, давайте искать других акторов. Экомодернизация, концепция менеджерская. Они сделали упор на то, что менеджеры будут реализовывать вот это экологически ориентированное развитие. Причем не просто менеджеры от правительства, а менеджеры на предприятиях производственных. Речь шла о производстве. И в этом процессе будут участвовать неправительственные организации экологические, у которых будет свое место в этой самой модернизации. Они очень четко его для общественников определили. С моей точки зрения, вот эта модернизация – это первый такой уровень, когда вот эта функциональность системы, работающей на Западе, проникла полностью в экологическую сферу. Вот они распределили роли и сказали: работайте. Как вы видите, понимаете из моих слов, общество, сообщество из этой системы уже выпали. Дальше случилось хуже, потому что во второй половине 90-х годов и окончательно в начале 2000-х произошло утверждение глобализации как реального процесса, как доминирующего процесса, и утверждение там неолиберальной политики. Неолиберальная политика для нас с вами означает, что она вообще не имеет в виду, не включает никакие сообщества в себя. Она действует на высоком уровне, на уровне крупных капиталов и крупных предпринимателей, настолько крупных, что они транснациональные, а ввиду глобализации они однозначно транснациональные, все остальные не акторы, вот так я вам скажу, то есть не действующие лица, которые влияют на процессы. Значит, вот теория глобализации принесла с собой очень утвердившийся взгляд, что в это время все движется потоками. Капиталы, мусор, люди, мысли, все потоками движется. Эти потоки обслуживаются в узлах глобальных связей. И для глобализации, соответственно, важно только то, что попадает или в потоки, или в узлы связи. Все остальное не имеет значения. Оно за пределами понимания и видения глобалистов. И, кстати, глобальной экономики тоже. Это не управленцы? Или это сложно? Вот не для управленцев, а для управленцев, бизнеса, экономистов. И это сколько угодно. Значит, не согласными можно быть. Но
это даже не я придумала, это придумал Мануэл Кастелс, который вот такой теоретик глобализма. Причем его подход, там несколько было, он был не совсем не одинок. Его подход некоторое время был магистральным. Вот это был мейнстрим. Все согласились, что так. Этот подход предполагал еще, что отпадут сами собой национальные государства. Вообще всем глобальным потокам не нужны никакие границы. Поэтому вот эти национальные государства, они должны разрушиться, отпасть, в общем, ни зачем они никому не нужны. Кроме того, этот подход говорил о том, что отпадет сам собой действующий социальный субъект, который влияет на социальные изменения в мире, в странах, на местах и так далее. Знаете, вот это происходило на моих глазах, когда на одной из конференций они начали говорить, там есть два понятия – актор и агент. Вот актора больше нет, то есть вот действующего лица. Есть агент, который выполняет определенные функции. Все. Они поставили вот такой жирный крест на том, чтобы какая-либо социальная активность оказывала влияние на дальнейшее развитие. Это не либерализм, это глобализация. Это глобализация, а неолиберальная экономика – это ее основа. Их нельзя сорвать. Сейчас, извиняюсь, а людей куда делить? Они остались в Детройте, который перестал существовать как экономический узел, как узел глобализации. Они остались в шахтерских городах Англии, когда Тэтчер все города закрыла. Там люди там остались, и это их проблема, что они там остались. А их не видит никакая система управления. Вот вообще. Вообще. Тут нужно сказать про нашу программу, которую попыталась прийти к человеку. Не скажу. Я понимаю, да. Ты смеешься. Нет, сначала мы пришли к концепту изменения климата. Есть главная экологическая проблема. Вы знаете, ощущение было, что все предыдущее было выполнено. Все проблемы, которые перед этим вот мы с вами в концептах осмысливали, были разрешены. Осталась одна, с чего, правда, этот климат меняется, неясно. Может быть, стоит задуматься, может быть, что еще не все решили. Но вот изменение климата. А почему изменение климата? Это классная штука. Она зависит, как они выяснили и утверждают, от разного рода производств, на которые мы с вами влияние оказать не можем. Изменить ни технологии, ни способы их производства реального мы с вами не можем. Значит, все в руках богатеньких, вот тех неолибералов, которые эту глобализацию осуществляют. Они, конечно, зачем-то предлагают, для меня загадка, но Владимир Александрович может вам больше рассказать, зачем-то они на свои форумы по климату приглашают гражданские структуры. Ну, наверное, они их поддерживают в этом начинании. Да? Можем опосредованно влиять на производство, чтобы они меняли технологии на более сберегающие. Как-то, наверное, можем пригодиться, но не сильно. И не все. И не все. Уже точно все это население особо никого не волнует. Ну и вроде бы и хорошо, все хорошо живут, транснациональные корпорации над нами своими потоками обмениваются, мы их обслуживаем, кому повезло, кому не повезло, те в Детройте загибаются как хотят. Вроде все здорово, можно как дальше жить. Но оказалось, что появился глобальный бедный, кроме глобального богатого, появился глобальный бедный. И от этого глобального бедного богатые пытаются абстрагироваться всячески. Он мешает жить. Всячески. А вот кварталы свои, там есть прям целые страны, в которых можно жить богатым, в которых нельзя, да, ну вот в Сомали же никто из богатых не умеет жить, потому что там вообще никому нельзя жить. Но оказалось, что оградиться от этого
глобального бедного полностью нет никакой возможности. Он вот умирая, погибая с голоду и от всего на свете, он не хочет это делать молча почему-то. Причем он не хочет это молча делать нигде. Ни в Африке самой по себе, ни переезжая в Европу, и там он тоже не хочет умирать молча. И вот он, цель устойчивого развития, это то, что предлагается сегодня. Да? Пришлось вернуться к вопросу, а как быть со всем миром. Понятно, что в глобальные сети попали совсем не все, а значит, основная часть мира оказалась за пределами. Вернулись к вопросу устойчивого развития. Ребята, прям можно по пути? Да. Это не сегодня вернулись. Это еще в 2001 году. Да, да. Это не сегодня. Да, но уже это проблема, что знает каждый восьмой но голодает. это вернулось тогда, когда глобализация утвердила свои позиции полностью. Спасибо. Полностью. Вернулась не сегодня, сегодня образно написала, да, сегодня. Но вернулась не ко всем, я вам скажу. Что вернулся? Вот цели устойчивого цели развития устойчивого. ООНовские вернулись совсем не ко всем. Я приехала из Москвы, то есть из России, и меня потрясло, что вы тут занимаетесь устойчивым развитием. Потому что у нас пока про это никакого острого обсуждения всенародного не присутствует. Ну, я думаю, что они отписывают в ООН нужные документы. Это без всякого сомнения. Президент участвовал на обсуждении, Конечно. голосовал за цель. В климате еще они все участвуют, ездят то один, то другой, без сомнения. Но общественного дискурса такого у нас в стране нет. У вас неожиданно для меня есть. Но я понимаю, почему он у вас необходим. И почему у нас кое-что можно не делать. Потому что если у нас, понимаете, мы добываем нефть в Восточной Сибири, и это загрязняет всю территорию добычи, то если летишь над Восточной Сибирью, то понимаешь, что это вот такая точечка загрязненной территории. Так это по отношению к Восточной Сибири, а по отношению ко всей России наши экологические риски глубоко локальные и всю страну не касаются и еще, видимо, долго не будут касаться. Ну, и второй момент. Это нехорошо. Сейчас второй момент вы скажете, я не знаю. Это нехорошо, потому что это позволяет разлагаться. Это позволяет не обращать внимания на что-то. Это позволяет нам многих не обращать внимания, в том числе там, где живут люди, а нефть параллельно добывают. Второе, это те же транснациональные компании, которые не хотят платить Да. за экологию. Да. Они за это, они у для этого нас таких компаний, компаний. да, поэтому я говорю, у нас выхода нет, как и маленькие ресурсы, именно рационально тратить или хотя бы. Но тем не менее, нам с вами обеим странам еще крупно повезло, мы все-таки не Китай, не Индия, где транснациональные корпорации используют человеческие ресурсы задаром на полную катушку, загрязняют окружающую среду, ликвидируют ее абсолютно семимильными шагами. Страшно, конечно, то, что Китай слишком Китай близко. уже проснулся, и уже труд не столько дешево там стоит, и уже они во все колокола бьют об отношении состояния окружающей среды. Вот на это и будет опираться. К чему я вам это все? К тому, что, выхода же нет, так и не нашли, шарахаемся, то и это, то. Это же не мы не нашли, это мы все не нашли выхода на самом деле. Вроде бы все это без меня знали прекрасно, но я хочу, чтобы мы с вами действовали широко открытыми глазами, чтобы мы понимали, что происходит, что нам предлагает ООН, не ООН, почему оно предлагает сегодня одно, завтра другое. Ко всему, я вот детям, всем студентам говорю, ко всему и ко мне тоже надо относиться критически. Здесь Любовь Ивановна права, у меня другое мнение, это абсолютно справедливо. Значит, ко всему относиться критически, быть очень внимательными к тому, что происходит в мире и в стране, в связи с тем, что происходит в мире, но двигаться по пути устойчивого развития, как получается. Спасибо за внимание.